Здравствуйте, Виктор. Добрый день. Спасибо, что согласились встретиться с нами и дать нам интервью. И меня интересует вопрос, почему вы в 2000-м покинули НТВ? С чем это было связано? Ну, я довольно много рассказывал и писал об этом. Я, собственно, не покидал НТВ. Ну, фактически нас выгнали. Компания сменила собственника, сменила совершенно полицейским путем. У нас просто ночью мы обнаружили другую охрану, которая, значит, были сменены владельцы. Владельцем стал «Газпром Медиа», то есть Кремль. И мы знали, что это будет сделано, в этом никакого секрета, в общем, не было. Мы представляли, с кем нам предстоит иметь дело. Оставаться можно было, но это была бы капитуляция, это было бы, значит, оставаться на их условиях. Я должен был бы говорить то, что они хотят, не говорить то, что я хочу. Это не имело смысла. И мы, группа журналистов, которые исходили из моей логики, нашей общей логики, ушли с НТВ в апреле 2000 года. Потом было еще две телекомпании, которые Кремль последовательно уничтожал. С лета 2003 года я не работаю на телевидении. Мгм. И как складывалась ваша дальнейшая жизнь после того, как вы ушли с этого телеканала? Я вернулся за письменный стол. Я литератор, и этим занимался до и занимаюсь после. В каком-то смысле Путин и его политика в отношении телевидения освободили меня для литературной работы, потому что, конечно, 7 лет, проведенных на телевидении, ушли целиком на телевидение. Я почти ничего не написал. И я стал литератором, вернулся за письменный стол, чем и занимаюсь и сейчас. Мгм. Вам поступают какие-нибудь угрозы на нынешний момент от власти Нет, России? нет. Давление на психику идет постоянно и в интернете. И есть команда, знаменитая Ольгинская команда, значит, которая занимается давлением на психику всем более-менее заметным оппозиционерам и журналистам. Но это такое психологическое давление. Что касается угроз, то 2 или 3 раза за время, вот за эти 2 десятилетия, возникали ситуации реальных угроз, связанных с физическим насилием. Это ситуация связана с депутатом Государственной Думы Абельцевым и Евгением Пригожиным, вот тем самым поваром Путина, который стоит и за убийством журналистов в Центральноафриканской Республике, и за ольгинскими троллями. Это довольно темная уголовная фигура, и был период, когда угрозы были реальными. В последнее время мы часто видим акции протеста в бывших странах СНГ, да и нынешние, которые состоят в СНГ. Например, в Армении прошла революция. Как вы считаете, возможен ли для России такой сценарий? А, Как говорил один персонаж Ярослава Гашека в похождениях бравого солдата Швейка, еще никогда не было, чтобы никак не было. Как-то будет, когда-то как-то будет. Что это будет, предсказать трудно, потому что буквально ничего не повторяется. Но то, что вот такие закупоренные системы, авторитарные, тоталитарные системы в какой-то момент рушатся, и именно рушатся, к сожалению, так сказать, не реформируются. Реформация – это вот такое постоянное движение этого колеса европейского. А власть может быть лучше или хуже, политика может идти налево или направо, но это колесо, которое катится, оно все время меняет точку опоры. Авторитарная власть – это пирамида, она укрепляется и стоит, прорастает корнями. В какой-то момент ее разрывает, в какой-то момент она падает. В какой именно, сказать невозможно. Опыт Армении, опыт Грузии, опыт Украины, самые разные опыты стран очень близких к России по ментальности, по истории, подтверждает, что это совершенно неизбежно. В России все утяжеляется имперским геном, так сказать, которого нету ни в Грузии, ни в Армении, ни в Украине. Империя, Россия, империя в головах ее жителей. И это позволяет власти манипулировать. Армения, Грузия, Украина, страны антиимперские, страны, страдавшие от империй,
А Россия массово отравлена этим имперским геном. Поэтому, когда плохо с экономикой, когда плохо с социальной сферой, государство переключает внимание на какую-то особую роль России, на важность России, на какие-то такие вот вещи имперские. Внешний враг, духовность какая-то и особенная роль России в мире. Этого ничего нет в нормальных странах. И это не дает возможности тамошней власти отвлекать внимание. В России все гораздо более запущенном и тяжелом состоянии. Ну вот часто я вижу в интернете, тот же телеканал «Дождь» показывает, часто бывают акции, которые проводит Алексей Навальный, уходят люди, оппозиционеры. Вот сейчас по Мосгордуму за то, что депутатов независимых не допустили к выборам, вышли люди. Вот чего вы думаете не хватает? Что нужно, чтобы эта власть услышала народ? Чтобы они боялись людей? Вот это разные вещи. А когда вы в одном вопросе упомянули и западный, и авторитарный, и либеральный, и авторитарный способ реакции. Власть на Западе вынуждена слушать людей, потому что люди – это избиратели. Они ее будут выбирать или не выбирать завтра. И власть вынуждена слушать, потому что все инструменты влияния в руках общества. Свободные СМИ, суды, выборы, выход на улицу, да, там, либеральные инструменты. В России власть уважает, поскольку мы не выбирали эту власть, она держится на силе, она манипулирует, но она не зависит от публики. Поэтому власть не слушает избирателей, а она прислушивается, только наблюдает и смотрит за числительными. Они контролируют улицу, и пока нас выходит 1000 человек, и даже 20 тысяч, но не 200, они в состоянии контролировать улицу. И они контролируют, собственно, выборы, не дают легитимно прийти к власти оппозиционерам. Они контролируют эти вещи с помощью ОМОНа, а с помощью телевидения они продолжают агрессию на публику, делая так, чтобы на улицы не выходили миллионы. Да? Они пытаются это сделать. Что нужно? Я думаю, что в какой-то момент, к сожалению, на улицу выйдут не те, кто требует перемен и свободных выборов, а перемены придут со стороны живота, я думаю, со стороны живота. И это довольно вещь опасная, когда перемены приходят не со стороны достоинства, не со стороны разума, а со стороны живота. Сколько пройдет времени, прежде чем жизнь станет настолько невыносимой, чтобы обычные, неполитизированные люди вышли на улицу, не знаю. Пока количество людей, которые выходят за достоинство, за честные выборы, исчисляется пятизначными, небольшими пятизначными числами в лучшем случае. Если начнут исчисляться шестизначными, власть поменяется. То есть количество? Только количество. Власть уважает только силу. Эта власть только силу. Собственно, любая власть уважает силу, просто на Западе есть инструменты для того, чтобы общественное недовольство мирно перешло в смену власти. Выразилось мирно. Тема, конечно, которая интересует уроженцев Чеченской Республики, Чечни. Вы очень хорошо знакомы с нашей тематикой. Из стран Евросоюза в последнее время участились депортации и экстрадиции чеченцев. Как вы думаете, с чем это связано? Почему такое слепое доверие России? Почему так? Я не знаю механизмов подробно, бюрократических механизмов, но то, что Европа, к сожалению, почти традиционно занимает боязливую позицию по отношению к агрессору, и в последние годы в связи как раз с европейской политикой, мягко говоря, слабой политикой в отношении Путина, с политикой умиротворения, договоренности и так далее,
Все вспоминают печальные 30-е годы и Чемберлена, и Даладье, людей, которые привозили мир, пытались договариваться с Гитлером. Чем это закончилось, известно. Они только усиливали его. А, к сожалению, политиков масштаба и ясности Маргарет Тэтчер сегодня в Европе нет. И это очень заметно. Я ничего не хочу сказать применительно конкретно к чеченской теме, но то, что европейская политическая элита в значительной степени коррумпирована, это безусловно. Эффект Шрёдера, то, что называется, бывший канцлер Германии оказывается пайщиком «Газпрома», оказывается, бывший канцлер Австрии сейчас становится пайщиком РЖД, это форма взятки, это все понимают, это благодарность, это форма взятки. А пока Европа, политическая Европа в значительной степени коррумпирована Путиным. Кроме того, вот синдром заложника в значительной степени, синдром заложника. Я думаю, что то, что мы наблюдаем, это ситуация очень драматичная. Очень драматичная не только для чеченцев, которых выдают фактически в руки Кадырову, и можно себе представить уровень правосудия кадыровский, собственно, мы его знаем. Поразительно, как люди закрывают глаза, европейцы закрывают глаза и делают вид, что они не понимают, с кем они имеют дело. Уж в случае с Кадыровым, мне кажется, доказательств было более чем достаточно. Кадыровцы убивали людей по всему миру, в Москве, в Вене, в Дубаях, да, и, мне кажется, имеющий глаза должен был увидеть. Да, то есть мы тоже наблюдаем то, что в Европарламенте вводятся целые московские механизмы, запускаются. В Европарламенте каждый раз зачитываются доклады о положении прав человека в Чечне и да и в целом в России, как нарушаются эти права. Но когда нужно на практике принять человека, который приехал и говорит: вот защитите меня, со мной все это случилось, как правило, следует то, что этот человек сталкивается с отказами, негативами, и в итоге... Бюрократия, на которую у России очень много рычагов воздействия. И экономических, и политических, и прямой шантаж, безусловно. Европа понимает, чувствует, что она имеет дело с агрессором. Европа не готова воевать с агрессором. Никто не готов ни ради Украины, ни ради чеченцев, ни ради каких-то россиян. Никто не готов, или почти никто не готов к миллиардным убыткам, к войне, к рискам. Европа традиционно, это такая синусоида, послевоенное время как бы растренировала, послесоветское время, скажем так, растренировала Европу. Потому что в позднесоветские времена угроза исходила от Советского Союза, ее воспринимали всерьез и всерьез реагировали. И поэтому партнерство с Соединенными Штатами было военное всерьез, противостояние было всерьез. Годы демократии, я отчасти беру это в кавычки, отчасти нет, было действительно какое-то демократическое время. Вот эти несколько десятилетий, как мне кажется, растренировали Европу. Они привыкли, что они имеют дело с несовершенной, но демократией. Потому что Россия ранее была, безусловно, демократией. Она была несовершенной, коррупционной, слабой, но она была демократией. Европа пропустила момент, когда она стала иметь дело с агрессивным авторитарным режимом. И последние 5 лет, уже после украинской авантюры, хотя они могли бы прийти в себя и в 2008 году после осетинской истории, да, после осетинской агрессии. Но медленно очень доходит. Растренированы, мышцы слабые. И это очень заметно, к сожалению. То есть Путин 2000-х и Путин нынешний, 2019, это уже разные люди. Конечно, это уже разная конечно. политика. В 2019 году была либеральная лексика. Он приходил к власти, борьба с олигархами. В 2000-м. Борьба с олигархами, закон превыше всего и так далее, так далее. Те, кто знали получше ситуацию и видели его, могли понять, что это демагогия. Но большинство и в России воспринимало это очень хорошо. У него был очень хороший рейтинг,
Он говорил очень демократические, либеральные вещи в начале. По крайней мере, так сказать, Буш встречался с ним в Любляне и говорил восторженные слова. Он гэбист, он умеет нравиться, это профессия. Но прошло 20 лет, вот в августе, через 20 дней, вот мы с вами беседуем в конце июля, будет 20 лет, как Путин фактически у власти, с 9 августа 1999 года. За эти 20 лет он показал себя во всей красе, и уже, как говорит мой любимый польский афорист Ежелец, да, неприлично подозревать, когда вполне уверен. Как вы считаете, безопасно ли для чеченцев в Евросоюзе присутствие кадыровцев и их сторонников? Люди, которые им как-то симпатизируют, так скажем. И вообще, для Европы, как это для Европы? Вопрос вполне риторический. Личные враги Кадырова гибнут по всему миру. И личные, и политические враги гибнут в Дубаях, в Москве, возле Кремля, в Вене. Да, убийство. И инструментарий кадыровский совершенно очевиден. Делать вид, что этого не видят, это, в общем, довольно слабая попытка. Имеющие глаза да увидят. Конечно, присутствие кадыровцев в Европе это потенциальные убийцы. Люди Кадырова это убийцы. Кадыров неоднократно практически доказывал это. Делать вид, что мы этого не понимаем, что герой России Делимханов, герой России офицер Геремеев, да, герой России Кадыров, делать вид, что это просто губернатор или депутат Государственной Думы или офицер ФСБ, делать вид можно, конечно, но это убийцы. Это убийцы и, в общем, рискну сказать, серийные убийцы и организаторы убийств. Это все известно. А Европа, которая делает вид, что этого не видит, напомню очередную фразу Станислава Ежелеца. Те, кто любит шоры, должны помнить, что в комплект входят еще узда и кнут. Шоры очень опасны. На данный момент в международном розыске находится больше уроженцев Чечни, чем китайцев и американцев вместе взятых. Естественно, они там оказались не просто так, а с подачи Российской Федерации. И просто это удивляет. Неужели мы такая нация каких-то бандитов, экстремистов и террористов? Как вы считаете, можно ли сравнивать нынешнее положение чеченцев в России с положением евреев в гитлеровской Германии? Я думаю, что это сравнение некорректно. В России сегодня можно быть чеченцем, как мы видим, можно занимать ключевые посты в российской иерархии. Тут, мне кажется, надо говорить о другом. Водораздел идет не по национальной, не по этнической линии, он идет по политической линии. Я был бы не против, чтобы некоторое количество чеченцев были в розыске, я просто предложил бы другие фамилии. Да? Кадырова, Делимханова, Геремеева, фамилии убийц, фамилии людей, которые очевидно замешаны в тяжелых преступлениях против человечества. Но в розыске противники Кадырова, противники Делимханова и Геремеева, противники чеченской власти. Водораздел идет, конечно, не по национальному, не по этническому признаку. Это не значит, что в России нет ксенофобии. В России традиционно сильная ксенофобия, и место евреев, как крайнего, как врага, оно регулярно, это переходящий приз. Он регулярно переходит, да, от евреев к другим. Да. Было в качестве врагов внутренних были кавказцы какое-то время, иногда прямо чеченцы, иногда Жириновский говорит о Средней Азии, да, иногда армяне. Это все такой кочующий враг. Это вирус ксенофобии, который очень силен в российском обществе, но не слишком силен. Он, в принципе, этот вирус ходит везде, и по Европе в том числе, и по Америке. Ксенофобия – вещь довольно мощная. Дальше вопрос в том,
как государство это борется оно с этим или это использует. А российская власть очень целенаправленно держит это про запас, эту тему. Это хороший сброс напряжения. Вот к прошлому вопросу, если возникнет или когда возникнет бунт, то власть попытается направить этот бунт в сторону каких-то богатых, каких-то приезжих, каких-то национальностей, направить энергию протеста от себя в другую сторону. И тогда пригодятся и евреи, и чечены, и кавказцы власти. Но сегодня ксенофобия в России на таком среднем, обычном, к сожалению, говорю, обычном уровне. Нет никакого специального отношения и ксенофобии античеченской. Она носит, я вам сейчас поясню на собственном примере, она носит классовый характер, она носит корпоративный характер. И когда я в центре Москвы вижу взвод вооруженных чеченцев на очень богатой машине, на которой надпись «Прокуратура» или ФСБ или МВД, которые шумно и вполне агрессивно гуляют, вооруженные, и у них есть право на ношение оружия. Это не бандиты, это офицеры прокуратуры или офицеры МВД. То здесь происходит такая смычка для жителя, обычного жителя, да, он воспринимает их как чеченцев. В первую очередь он опознает в них не путинскую прокуратуру, не путинское МВД, не кадыровских бандитов. Он в них опознает именно чеченцев. И античеченские настроения возникают в результате именно этого. Тут важно эти вещи разделять, распутывать эти ниточки. К сожалению, это подпитывает ксенофобию, разумеется. К тому, что вы сказали, Руслан Кутаев, есть такой бывший политзаключенный, кандидат философских наук, он произнес очень довольно такую резкую, хорошую речь. Он сказал, что сегодня чеченцы, ингуши, дагестанцы, вот мы сейчас видим, какие-то земельные конфликты происходят между этими республиками, что это все используется властью, и все это зарождается, то есть как маленькие какие-то уголечки, искры, чтобы в нужный момент взорвать это, то есть чтобы эти гнойники, он говорит, взорвать. То есть если пойдет какая-то революция, чтобы именно переключить внимание общественности именно на... Это, Мухаммад, это то, о чем я говорил только что. Только что. Вспомним, что Чечено-Ингушская республика появилась в результате сталинских упражнений с картой. Разделяя властвуй, старый признак. Он сделал так, он нарезал карту так, конфликтно, а себя поставил верховным, Москву сделал верховным судьей. И он сделал так, что республики должны были завоевывать доверие Москвы, должны были уговаривать Москву, привлекать ее на свою сторону в этом конфликте, который Москва же сама и создала. Это абсолютно старая имперская тактика. Это делали все. Разделяя властву, это старый принцип английской, так сказать, с колониями, да, имперский принцип. Москва очень умело этот принцип реализует. И, разумеется, то, о чем я говорил, отвечая на ваш прошлый вопрос, когда напряжение против власти достигнет какого-то важного пика, конечно, власть немедленно попробует разрядить это, перевести это в конфликт. И земельный конфликт между Чечней и Ингушетией – это ровно то, что нужно Москве, чтобы сказать, вы же видите, что там происходит. Если не мы, то вы все погибнете. Это на самом деле рэкет. Это на самом деле в чистом виде рэкет. Я обещаю вам свое покровительство, я вам говорю, обещаю свою защиту, но сам организую вам опасность. И вы вынуждены искать моей защиты. Это имперская логика Москвы. И вот
Последний вопрос. После недавних событий в Грузии, когда грузинская общественность выразила протест, это все вылилось и перешло в митинги, столкновения с полицией, пострадали люди. Рамзан Кадыров заявил, цитирую, «Хочу напомнить, что от Грозного до Тбилиси всего 200 километров». С чем связана такая вседозволенность Кадырова? То есть Кадыров это как бы губернатор, глава региона, и он вмешивается в иностранную, так скажем, во внешнюю политику, да? У этого нет объяснения в рамках демократических институтов. Он всего лишь губернатор одной из областей России. И, строго говоря, если говорить по иерархии, то Москва должна была быстро заткнуть ему рот. Но Москва не может заткнуть рот Кадырову. Москва зависит от Кадырова. Путин зависим от Кадырова. Путин, который не позволил прикоснуться к Кадырову даже после убийства Немцова. Это означает, что Кадыров устраивает Путина. Устраивает он его как контролер за Чечней и, я полагаю, как некоторый силовой ресурс. По крайней мере, я полагаю, что Путин на него надеется. Полагаю, что напрасно. Сам же Кадыров усиленно накручивает себе цену. Со всей очевидностью он демонстрирует свое влияние, отчасти блефует. Он открыто демонстрирует, что он больше, чем его должность. Я думаю, что он смотрит сильно вперед. Я полагаю, что когда рано или поздно путинская власть рухнет, а он держится именно на путинской власти, как говорили мне некоторые московские чеченцы, без Путина ему жить полчаса примерно, да, потому что он 11 тейпов, да, то есть он нарушил тейповое равновесие в Чечне и нарушил очень жестоко. И его единственная гарантия это сила, это деньги федеральные, которые он получает в огромном количестве, и это безнаказанность от закона. Как только этот ресурс в связи с исчезновением политического Путина прекратится, денежный ресурс и силовой ресурс, поддержка, индульгенция, я полагаю, что мы очень быстро увидим над Чечней зеленое знамя ислама. Он очень быстро начнет играть самостоятельную игру. Его действия в Москве, его именно, так сказать, позиционирование как исламского лидера, причем такое силовое позиционирование, вспомним его демонстрации, так сказать, многотысячные среди Москвы после Мьянмы, это демонстрация силы, это демонстрация своих возможностей. Полагаю, что он демонстрирует своим будущим партнерам по зеленому знамени ислама свое влияние и свои возможности. Думаю, что он смотрит вперед. Думаю, что все это доминация, это подготовка к тому, что рано или поздно мы увидим Чечню не под знаменем Российской Федерации. Замечу, что в этом случае мы сделаем очень большой круг, очень кровавый большой круг, и придем к тому, что предлагал Александр Солженицын в конце 80-х, больше 30 лет назад, предлагая, так сказать, по тереку провести границу, вывести русское население, дать независимость Чечне. Это исторически болезненный вопрос, да? Хаджи Мурат, Толстой, да, Ермолов. Это длинная история, Шамиль. Существование в составе России и Чечни, и не только Чечни, и Татарстана, и Калмыкии, и кого угодно, возможно только на федеративных основах, так как существуют разные земли в Германии. В имперском или в имперском, так сказать, в имперском ключе. Имперский ключ требует силы, да? Он требует войск, он требует Ермолова, имперский ключ. Но Ермолова уже нет. Ермолова уже нет. И сил
Две чеченские войны показали, сил контролировать Чечню снаружи нет. У России мало сил. Уничтожить – да, бросить бомбы вакуумные на жилые кварталы Грозного – да. Но контролировать нет. Поэтому появился Кадыров. И в этом смысле имперская попытка России – это попытка с негодными средствами. И можно было либо попробовать вернуться к демократическому пути, либо отпустить на свободу. И у России был прекрасный шанс, да, по имени Аслан Масхадов. Цивилизованно отпустить на свободу, цивилизованно разделиться. Россия трагически погубила, она убила Масхадова, и она сама себя погубила этот шанс. Сегодня у Чечни гораздо больше реальной независимости, чем просил Дудаев и Масхадов. Только это еще на российские деньги все. И с гнойником в виде бандитов, и с опасностью военной. Россия выбрала худший путь из возможных. Как из этого история, какой выход найдет, я описал разные варианты. Спасибо вам большое. Спасибо что вам. Вы согласились на интервью. Было очень приятно. Спасибо вам. Спасибо.